إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Сегодня мы будем говорить на тему ризq, пропитание. Что нужно в этом вопросе понять и как приобрести пропитание, чтобы Всевышний Allah даровал своим рабам из того благого, что Он сотворил для нас. Когда мы говорим ризq, то есть Всевышний Allah даровал нам ризq, это означает, что действительно все исходит только от Всевышнего Аллаха. Человек не должен думать, что это его заслуга. Иногда человек может делать какую-то работу, или же получить пропитание, например, с огорода или тому подобное. Это выбор, который Всевышний Аллах предоставил этому человеку. И он зарабатывает оттуда. Но иногда это выбор Всевышнего забирает, и он ничего не может приобрести того, что есть в огороде. После этого он переходит на другое. Как Всевышний определил для человека риски и сделал для него условия и облегчил, так он и приобретает человек риски. В Коране сказано, в общем, дорогие братья, она приводится как дар. Риск разобрать просто как дар, предоставил. В Коране сказано, «Вакулю мимма разакакумуллах» и питайтесь из того, что дал вам Аллах. В другом аяте сказано, «Аллади халакакум thumma разакакум». Аллах тот, кто создал вас, а потом дал вам ризк. То есть создал вас, после этого дал вам ризк. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. И нет ни одного животного на земле, пропитание которого не было бы у Аллаха. И в другом хадисе мы знаем, известный хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда кусочек плоти находится в утробе матери, туда отправляется ангел и пишет, что ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Ему записывают 4 вещи. Бикатви ризки, это его удел, то есть ризк, то, что ему суждено. Ва аджали, срок его жизни, ва амалихи, его деяний, ва шатиюн ау саридун, счастливым он будет или злосчастным. Из всего этого видно, дорогие братья, что действительно риски исходят только от Всевышнего Аллаха. И в другом хадисе, переданный Аль-Баззар, биснадин сахих, доставленной цепочкой, от хадиса пророка, от хадиса Хузейфата, радiyallahu анху, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها. Ни одна душа не умрет, пока он сполна не получит свои риски. Фаттакуллаха ва аджмилу фи талаб. Бойтесь Всевышнего Аллаха и делайте это хорошо. То есть делайте приобретение риска хорошо. Дорогие братья, есть 3 категории людей, которые... Первая категория людей – это те, которые достойно зарабатывают себе на жизнь. Трудятся на этом пути. И не позволяют, чтобы какие-нибудь харамные деньги поступали к нему. Всячески отстраняется от всего этого. И своей рукой добивает риски. Тем самым этот человек заслуживает что? Уважение.
И этот человек приблизится к Всевышнему Аллаху посредством того, что он зарабатывает сам, собственной рукой, и проявляет на этом терпение. Это вид категории мужчин, действительно, которые не нужны, облегченные, запретные деньги, даже если им тяжело, они трудятся, какой бы работой ни занимались, и зарабатывают достойно. Передается عن المقداد بن معدي يكرب الزبيدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. Какой бы заработок человек не заработал, не лучше, чем то, что он заработал своей рукой. То есть, имеется в виду, то, что он заработал своей рукой, это лучше. وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ. И что он тратит для себя, для своей семьи, для своих детей, служащих, все это является садака. Передан Ибн Маджиху. Также в другом предании передается عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الكسب كسب العامل إذا نصح. Лучший заработок, который зарабатывает трудящийся, его лучший заработок, который зарабатывает трудящийся, если он делает это чисто сердечно. Если он делает это без харамного, это лучшее его приобретение, и тем самым он кормит свою семью, самого себя, и в этих деньгах и заработке будет благословение от Всевышнего Аллаха. И то, что он дает из этого садака, тоже Аллахом принимается и приумножится на много дней суда. Это первая категория людей. Вторую категорию людей мы говорим, это те люди, которые ничего не делают и не хотят делать. Но они владеют здоровьем, вроде голова на плечах, но ничего не хотят делать. Никаких препятствий для них тоже нет. Психологически они слабые. Они довольны тем, что им дают. То, что легко получают они. Этим довольны. Им без разницы, жена его кормит, родители его кормят, или же он кушает пенсию родителей, ему без разницы. Он главное с утра до ночи, или перед компьютером, или перед играми, и там потом проводит жизнь свою. Грубо говоря, убивает время. Эти люди попадут под унижение. Под унижение перед Всевышним Аллахом и в обществе тоже. Любой человек, который зарабатывает своей рукой и делает это достойно, какая бы ни была эта работа, допустим, он будет строителем, любая работа, которая у него есть, если он делает это достойно и правильно, этот человек зарабатывает уважение среды общества. Рано или поздно любой статусный человек будет нуждаться в этом человеке из-за его профессиональной работы. Но те люди, которые абсолютно ничем не заняты и не хотят развиваться, общество не принимает этих людей. И общество принимает этих людей как обуза. И поэтому тот, который успокоился этим, пусть задаст себе вопрос, а что нужно ему в этом обществе? Без конца родители не будут его кормить. Рано или поздно жена тоже скажет ему, иди работай. И она скажет дома, мои деньги, что хочу, то и делаю. Он даже не может управлять своей женой. Он не может своим детям ничего сказать. Живет на иждивении, вроде здоровье есть, голова есть, может что-то делать, но не хочет. Он доволен этим положением. Если он доволен этим положением, так будет доволен и унижением, которое он получает то от жены, то ее родственников, то его родственников. Да направит Аллах его и поможет, иншаллах. Третья категория людей, которые зарабатывают запретно. Передается
Это находится у имама Ахмада. Би иснадин сахих, доставленной цепочки. Мин хадиси Рукбату бн Амир قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا, если ты увидишь, что Всевышний Аллах дарует человеку мирское, وهو قائم على معاصيه فليحذر, и он постоянствует в грехе, فإنما هو استدراج, воистину это заманивание. То есть, и потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям прочитал следующий аят. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние. Те люди, которые Всевышний Аллах облегчил им путь, греховный образ жизни, греховные деньги, Аллах облегчает. И халяльное тоже облегчает, и харамное тоже облегчает. И тот человек, который выбрал этот путь, и он разбогател на этом, а забыл о Всевышнем Аллахе. Пусть он не думает, что это благо для него самого, и для его семьи, и для его родственников. Воистину, это приманка для тебя от Всевышнего Аллаха. Ты сам будешь страдать от этого имущества. Ты попадешь в такие проблемы, что твои родственники будут тебя самого проклинать за твои деньги. Ты потеряешь любимых своих детей. Ты потеряешь имущество. Ты полезешь в большие долги, которые ты не сможешь его выкупить. Проблемы за проблемами, пока ты не опомнишься, что Всевышний Аллах либо тебя наказывает, либо тебе придется делать того покаяния и вернуться к Всевышнему Аллаху. Воистину это приманка. И эту приманку попадали и предыдущие поколения. И сейчас тоже попадают. Но мало кто об этом понимает и знает. وأقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. Альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Второй части хутбы я хочу, дорогие братья, сделать вам насиха, как приобрести пропитание. Человек может находиться в тяжелом положении и хочет увеличить себе имущество. На это есть советы. Иншаллах, в дальнейшем я перечислю. Но человек не должен думать, если он будет следовать тому, что я сейчас буду говорить, если он не получит ризки, значит Аллах ему отказал. Там может быть скрыта мудрость, которая тебе не понимается. Может, тебя лучше без имущества. Мы много знаем людей, которые после имущества испортились. Они даже не общаются с бедняками. Они даже не приходят в мечеть. Их не видят. И мы все за ними говорим так. Также среди нас может человек тоже разбогатеть, а завтра его здесь не будет видно. Но мы все говорим, нет, мы не испортимся, мы поможем религии и мусульманам и тому подобное. Но это всего лишь слова. А в деле как это произойдет? Валлаху алям. Поэтому, если Аллах удержал тебя в имуществе, ты зарабатываешь совсем мало, но ты хочешь приумножить и делаешь все деяния, которые нужно делать для этого, но не получаешь, значит, есть там мудрость, которую Всевышний Аллах только знает. Поэтому будь смирен той судьбой, которую Всевышний Аллах для тебя предопределил. А так, такие советы, дорогие братья. Первое, что, конечно, увеличивает риск для человека, так Аллах, богобоязненность. В следующем аяте сказано: «Валяу анна ахлял кура аману ваттакау лафатахна алейхим баракатим минас самаи
мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и мы схватили их за то, что они приобретали. Из этого аята видно, если общество будет придерживаться богобоязненности, Всевышний Аллах откроет с неба и земли тот благодать, который Аллах нам дарует. Второй совет, который советую, больше читать истигфар ва тауба. Чаще надо читать, дорогие братья, истигфар, астагфируллах, просить у Аллаха прощения и каяться в грехах, какие бы грехи ты не совершил. В следующем аяте сказано, известный аят, везде ее читают, «Факульту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара». Скажи им, пусть просят у Всевышнего Аллаха прощения, воистину Он прощающий. «Юрсили сама алейкум мидрара». Не спошлет вам с неба обильные дожди. «Ваюмидилькум биамвали ва банина, ва ядж'аль лакум джаннати, ва ядж'аль лакум анхара». Поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки. То есть это Нух, алейхиссалям, сказал своему народу, пусть попросят у Всевышнего Аллаха прощения и будут каяться в грехах. Что он сделает? Пошлет вам обильные дожди, проточные реки и увеличит вам имущество и детей. Также в случае Хасана, когда находился возле Кааби, каждый раз, когда к нему подходили, один жаловался, что у него нищета и в огороде ничего не растет. Он сказал, читай астагфируллах. Другой подошел, что у него нет детей, тоже сказал, читай астагфируллах. И его последователи сказали, ты всем говоришь, читай астагфируллах. Он говорит, это не я говорю. Это Всевышний Аллах говорит в Коране, и прочитал вот эти аяты, которые я сейчас вам прочитал. Поэтому пользуйтесь этим советом, преуспейте, иншаллах. Третье, то, что человек должен придерживаться, кто хочет увеличения имущества, тафлиму кальби ли ибадати ля та'аля. Он должен отлучиться для поклонения тоже. Этот момент мы не должны забывать. Люди едва молятся из-за своего имущества. Мимолетом проходят возле мечети, пока другой намаз еще не наступил. Так нельзя поступать. Сподвижники так не делали. Они всю работу оставляли и шли, молились, и они уделяли время для поклонения. Передается Тирмизи, в Ибн Маджах, Ибн Хиббан, бисанад сахихан Аби Хурайрата, радийаллаху анху, с достоверной цепочкой от Аби Хурайра передается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна Аллах якуль», Всевышний Аллах говорит: «Я абна Адам, о сын Адама, тафаррах ли ибадати амля усадраха гина, отлучись для поклонения, и я наполню твою душу богатством. Ва асудду факра, и укрою твою бедноту. Валя таф'аль маляту ядайка машшугулян валя асудда факра». Если так не будешь делать, то я наполню твои руки работой, то есть заставлю тебя трудиться и не закрою твою бедноту. Он заставит его трудиться, но все равно будет зарабатывать совсем мало, и не будет в нем благословения, и не закроет его бедноту. Следующий совет — силату рахим, связан родственных связей. Мы на эту тему говорили тоже. Очень важный поступок, дорогие братья, чтобы приобрести довольство Всевышнего Аллаха и приучение и увеличение имущества. Передается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман ахабба ан юбсат аллаху фи ризқи», кто хочет, чтобы Аллах расширил ему пропитание, ва юмсау лаху фи асари, и отстрочил его срок, просто дал ему долгую жизнь, фалясин рахима, пусть связывает родственные связи. Хадис передан Бухари. Также у имама Ахмада находится другое предание: «Ман сарраху ан ю'аззима Аллаху ризqa», кто хочет, чтобы Аллах увеличил его ризqa, ва ямудда фи аджали, и отсрочил ему срок, фалясин
фалясин рахима, пусть связывает родственные связи. В наше время это очень тяжело, но старайтесь. Если вы будете стараться, заработайте рай за это. И также увеличите свое имущество. И Всевышний Аллах даст почтение места для вас среди общества. И увеличит вам имущество и жизнь, продлит вам. Следующий совет, чтобы вы периодически тратили. Не надо скупиться. Тратить – это качество своего верующего человека. Верующий человек, искренне верующий человек, тратит из того, что у него есть, из благого, хорошего. А не то, что ты сам не одеваешь и сам даже не хотел бы, а потом ее суешь родственникам. Это не трата, дорогие братья. Потом он тоже не хочет ее взять, берет все-таки, как дает, потом дальше куда-то оставляет, в итоге эта вещь оказывается в мусорке. Так не делать это. Тебе самой душе что понравилось, ту вещь не надо давать. Это есть из такмира имама. Передается тоже базар от Табарани би иснадин сахих, доставлен цепочка ан Аби Хурайрата радиаллаху анху гайри, каля Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: Анфик я Билал, трат о Билал, расходуй, валя тахша мин зил арши икляля. Не бойся обладателя престола, что он уменьшит тебе. Трать. Человек, да, он скуп, он боится, что потратит, и у него закончится. Но у Всевышнего же Аллаха она не закончится, и он дает. Также в муслиме находится, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, Всевышний Аллах говорит: «Ябна Адам, анфик унфику алейк». О сын Адама, трать, и я потрачу на тебя. То есть Всевышний Аллах даст ему. Что бы человек не дал, Аллах возмещает ему 10-кратный раз больше и намного. И еще совет, последний совет, чтобы человек тратил на обучающихся людей, на талиб-иль-илм. И за это тоже ему вознаграждение, так как за то знание, которое он приобретает, и дальше будет распространять эту религию, из-за того, что он какие-то копейки тратит, но зато этот человек приобретает знания и зарабатывает вознаграждения большие. А для тебя это ничего не стоит. Ты можешь 1-2 раза в кафе эти деньги истратить. Но для талиба это нормальные деньги считаются. И тем самым он сможет учиться серьезно. И Всевышний Аллах что делает? Возмещает тебе это на этом же свете. Передается, это находится в Тирмизи, заставленной цепочкой, Анас ибн Малик, قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Были два брата во время пророка саллаллаху алейхи вассалям. فكان أحدهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم, الآخر يحترف أن يعمل. Один приходил к пророку саллаллаху алейхи вассалям, а другой работал. فشكى المحترف أخاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. Два брата находились во время пророка саллаллаху алейхи вассалям. Один работал, а другой приходил к пророку саллаллаху алейхи вассалям и приобретал знания. Тот пожаловался на пророка, пожаловался тем, что ему приходится тратиться на него и на его семью, а он сидит и приобретает знания у него. И что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал? «Ла'аллака турзаку би». Может, из-за того и тебе Аллах дает ризк. То, что ты ему делаешь, может, из-за этого и тебе Аллах дает тебе тоже ризк. Дорогие братья, ризки, она не заканчивается, пока твой срок не закончится. И не надо бояться риска, что она не достанется тебе. И не надо бояться, что риск не достанется твоим детям, жене и тому подобное. Аллах на себя взял все это. С нас что требует? Чему пророк саллаллаху алейхи вассалям нас обучил? Нас обучил, чтобы мы делали деяния, а не сидели. Да вы можете сказать, да, который работает, тоже кушает, который не работает, тоже кушает. Но первый же живет достойно. И он достойное слово тоже может сказать в обществе и в семье, и родственниках. А второй находится в унижении. Но питается тоже, да, находится в унижении. И не может свое слово сказать мужское.
до этого момента не доводите и зарабатываете халяльное. Если вы проявите терпение на халяльном, Аллах облегчит вам халяльное. Но некоторые бывают оставляют халяльное и переходят на харамное. В надежде, что облегчится ему это. То, что Аллах предопределил для этого человека халяльное, Аллах удерживает от того, что он перешел на харамное. Поэтому надо жить достойно и следить за каждым рублем и пропитанием человека, который питается. Тогда примет Аллах Всевышний от нас все деяния и поклонение и дуа, которые мы просим у Всевышнего Аллаха. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وارفع بنا راية القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.